Любой кризис дает шанс, который экономика должна использовать, опираясь на два решения. Это реструктуризация налоговой задолженности предприятий и построение новых рынков сбыта. Такое заявление глава Коми сделал сегодня на заседании экономического совета региона. Вячеслав Гайзер рассказал участникам встречи в Ухте свое видение непростой экономической ситуации и поделился тактикой управления, которая уже применяется в Коми. Речь идет о плотной работе правительства с некоторыми предприятиями. Сосногорская швейная фабрика, например, за счет переориентации заказов от Лукойла и Роснефти умудряется не просто сохранять объемы производства, но и расширять свои возможности. На Жешердском фанкомбинате и Княжпогосском заводе ДВП вопрос обеспечения кадрами недавно впервые стал решаться за счет привлечения труда заключенных. При этом последние, наравне с вольными работниками, получают за свой труд денежное вознаграждение. Из Ухты передает Максим Васильев. Экономический кризис – время новых возможностей. Главное сегодня не останавливать и не прекращать производство. Этот тезис Вячеслав Гайзер сделал основным лейтмотивом встречи с руководителями крупнейших промышленных предприятий. Мы должны сделать, как власть, все возможное для того, чтобы не дать остановиться экономике республики. Самое страшное, что может быть в такой ситуации, это когда власть в силу каких-то обстоятельств допускает возможность остановки тех проектов инвестиционных, которые получили свое начало до вот этих кризисных явлений. Но в период кризиса придать новый толчок движению вперед это гораздо сложнее. И я считаю, что в этом смысле у нас в республике работа в этом плане, она получается. В отличие от многих российских регионов, Республика Коми за первое полугодие идет с ростом промышленного производства. Впрочем, это всего лишь промежуточные показатели, они могут быть выше. И задача региональной власти, по мнению Вячеслава Гайзера, усилить работу стратегического толка, создавать инфраструктуру и условия для долгосрочных проектов, таких, например, как Усинский НПЗ, там сейчас намерен наращивать объемы, или грандиозный проект «Белкамур», соглашение о строительстве которого с китайскими коллегами, как мы знаем, уже подписано. Весь проект оценивается, там, период проектирования и строительства – это 5 лет, 25 лет эксплуатации, потом это станет собственностью Российской Федерации. В прогнозных ценах на сегодняшний день этот проект, ну, сегодня уже на совещании звучало, оценивается порядка 240-250 миллиардов рублей. Ну и включает в себя не только строительство железнодорожной магистрали, как я уже говорил, но и реализацию очень многих проектов дополнительных, которые входят в вариант строительства этой железной дороги, начиная от Архангельского глубоководного порта и кончая возможностями для калийщиков в Пермском крае. Поэтому общее количество тех проектов, которые завязаны на возможность дополнительного развития при возникновении этой железной дороги, он превышает 40 в количестве, а с общим объемом инвестиций, которые появятся в результате тех возможностей, которые железная дорога, превышает триллион рублей. Промышленные генералы, газовики и нефтяники заверили, объем инвестиций на ближайшие годы они не только не сократят, а еще даже немного увеличат. Как и вливание финансов в социальную сферу. Еще одним мотором развития экономики рассчитывают сделать лесной кластер. Со строительством магистрали Белкамур доступ к лесным ресурсам у нас возрастет кратно. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Ухта. Глава упомянул в своей речи и другие крупные проекты, которые сохраняют свое поступательное движение даже в кризис. Это недавний запуск промышленного производства титанового коагулянта, вещества для очистки воды. Это интересно и инновационно, сказал Гайзер. А благодаря сотрудничеству Лукойла и Газпрома загружены мощности Сосногорского газоперерабатывающего завода. Таким образом решается и экологический вопрос утилизации попутных газов.